бля. Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем с вами играть в Project Nightmares Case 36. Здесь у нас уже, смотрите, приветствует какая-то непонятная кукла, такая немного жутковатая. Она следует за нашей мышкой, куда мы вертим, туда она и смотрит. Ладно, не будем затягивать, присаживайтесь поудобнее, начинаем новую игру. Поехали. Возможности проекта Nightmares, отделение паранормальных явлений. Интересно. Интересно. Отлично, давай начнем. Готов пообщаться? Подвинь свою голову, если ты меня слышишь. Превосходно. Я буду вести тебя так, как ты все поймешь. Сейчас ты находишься под действием гипноза. Спасибо за эту машину. Мы сможем достичь отличного соединения между пациентом и одержимым объектом. Все, что мы знаем о деле 36, связано с Генриеттой Кэтвард. Очевидно, что она была злой старой женщиной города, и ее данные были захоронены очень-очень хорошо. Команда проекта Nightmares мистическую куклу, сильной злокачественной энергией в городе, который перестал давным-давно. Запомните, ваша миссия найти путь очистить эту энергию. Сон даст тебе связь с его прошлым. И так мы сможем понять его историю, что случилось и как все стало злом. Будь очень осторожен. Злая сущность найдет множество способов убить тебя. И как ты будешь продвигаться, он будет становиться еще более опасным. Ладно. Начнем первую фазу. Сейчас ты начнешь чувствовать сонливость, так что просто отпусти себя. Это похоже, знаете, это из сериала «Очень странные дела». Там тоже эту 11-ю погружали в воду, чтобы связаться с другим миром. Засыпай. Все, что мы знаем о деле 36, крутится вокруг Генриетты Кэтвард. Скорее всего, она была сумасшедшим отшельником, которого избегали местные любой ценой, но большая часть информации о ней пропала сразу же после того, как ее похоронили. Команда Project Nightmares отследила загадочную куклу, излучающую сильную энергетику, которая, похоже, как-то связана с Кэтвард. Продавец, передавший нашей команде эту куклу, рассказал, что нашел ее в заброшенном городе на юге. Ага, то есть мы будем сейчас ходить как бы во сне, да? Но надо быть очень осторожным. Наверное, если мы умрем во сне, значит, мы умрем и наяву. А зачем вообще это им надо? Чего они пристали к этой Генриетте Кэтвард? Что они хотят от нее? Вау, все выглядит так реально. Ты уже внутри. Поддержание длительного диалога между нами сломает круг коммуникации. Ты будешь один большинство времени, но мы будем направлять тебя, как только будем получать новую информацию. Удачи! Собрать информацию о доме, найти 3 фотографии. Дополнительные миссии, ритуальные маски, найти 4 потерянных маски в доме. Свечи использовали, чтобы освещать путь в древние времена. Ведьмы из прошлого выяснили, что свет свечного воска выделяет духовную энергию того же цвета. Желтые свечи – очень полезный источник света для защиты от зла. Поджигай и туши одну свечу другой, чтобы защитить себя. Так, ага, окей. Ага, хорошо. Такое все это плавное прям. Так, какая-то книжка. Дневник Генриетты Кэтвард. Признание. Для тех, кто читает это мое признание, может быть, со временем вы поймете, что случилось с моей жизнью. Я постараюсь объяснить все.
С того момента, как стала подростком, я начал чувствовать, что отличаюсь от других. В раннем возрасте я обнаружила, что некоторые предметы должны быть под запретом для обычных людей, тем более для женщин. После прочтения книги о ведьмовстве у меня появился интерес и сомнения насчет оккультизма. Не из-за его истории, а из-за мистических знаний людей о мире. Вместе с моим взрослением моя страсть к волшебству начала расцветать, как простая смесь веществ может изменить целую в лучшую сторону. И так оно и было. Работая библиотекарем, я могла посвятить большинство своего времени книгам, что прятали не только истории, но и чистые факты. Все? Хорошо. Тара. Ой, что я сделала? Я хотела присесть, короче, он мне... Господи. Я хотела присесть, а он почему-то свечку этот повернул как-то. Так. Ничего, ничего. Свечка. Короче, у нас тут такой небольшой этот Outlast, да, только вместо батареек у нас свечки. Древняя книга со страшной обложкой. Почему страшной? А ее нельзя почему-то прочитать. Ну ладно. Дальше идем. Ой, что это он? А, это он сам. Воск типа отливает. Да ладно, это было не так уж страшно. Вот до этого, когда крестик перевернулся, почему-то на него-то не среагировал. Это типа нормально, да? Когда крестик сам по себе переворачивается. Так, ух ты. It looks like a picture of a man, Это похоже на картину but his мужчины, face is но его scratched лицо out. выцарапано. Портрет мужчины, его лицо искажено, картина очень повреждена. Так, мы нашли одну из 3 фотографий. Смотрите-ка. Ну, походу, нам тут долго, короче, ходить нельзя, потому что свечка кончается. Так что надо думать, смотреть все это побыстрее. Так, ненавижу манекены. О, можно еще подглядывать. А войти нельзя? Вот странно, ладно. Так, это нельзя взять. Нельзя. Нет, ничего интересного нету. Ух ты, шкатулка. Не хочет с ней никак взаимодействовать. О, что такое? А, переворачивает еще. Ой, точнее этот. Дает пространство свечки. Чую, тут будет, конечно, жестко. А мы можем бегать, да? Что? Кого? Чё? Что началось-то? Ой. А что, бегать нельзя, что ли? Чего? Дурацкая картина. А чё началось-то? Бегать нельзя. Ну ладно, больше не буду бегать. Ладно, хорошо. Допустим. Я думала, на меня кто-то побежит, а тут смотрите. Мы глазами монстра увидели. Интересно, конечно, интересно.
Керамическая утка в очень поврежденном состоянии. Бедная утка. А здесь что? Ничего. Чего интересного? Да ладно. Мы уже с вами привыкшие к хоррорам. Мы уже ничего не боимся. Так, осматриваем. О, хорош. Иди сюда. Я так не поняла, кстати, как зажигать свечку. Ага. Еще 2 можно. А как их зажечь? Или как поменять? Интересно. Но я не могу больше взять. Жалко, конечно. Но у меня сейчас скоро вот это закончится. Я, может, тогда вернусь и заберу ее. Никакой реакции. Это, знаете, это такое чиловое прохождение у нас. Так что здесь не ждите каких-то криков, оров, как обычно бывает у некоторых. Привыкайте, иногда такое бывает. Женщина. Интересно, быть может, это Генриетта, когда она была жива, типа, символом трикверты на нем. Трикверты? А, у нее там на шее этот кулон. Мы нашли 2 из 3. Кстати, это очень хорошо, что нас вроде как убили, но мы не начинаем заново. Потрепанный блокнот. Но мы тут ничего не можем почитать. Жалко, конечно. Я люблю читать. А, ты делаешь вот так. Автоматически сам делает, смотрите-ка. Так, а ну давайте... Да что происходит-то? Я просто хожу. Я ничего не делаю. Hello? Привет. Ну уж нет. Мне такой будильник и даром не нужен. Авансом, кстати, ставьте лайк. Если кто здесь впервые, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вам не сложно, мне приятно. Дверь закрыта. Дверь закрыта было написано. Тут, короче, с переводом так себе. Пока что ничего не понятного, знаете, вот куда-то мы пришли, какие-то фотографии мы тут ищем, еще дополнительно какие-то маски надо искать здесь. Я пока никаких масок не вижу. Может, маски на стенах висят? Мне надо, наверное, на стены внимательно смотреть, может, еще. Так, хорошо. Приготовимся потом к КТЕ. Я так поняла, у нас тут есть КТЕ. А вот мы нашли последнюю. Это старый особняк в каком-то городе. Это должно быть и дом Кэдвард. Фото старого особняка в странной рамке. Ничего такого странного. Нормальная рамка. What an interesting object. Интересный объект. Может Maybe быть, if I если turn these повернуть эти pieces. части... Линза искажает все в странном свете. Может, это поможет мне увидеть что-то. Монокль — оптические инструменты, используемые в древние времена, через которых можно увидеть скрытые послания на стенах. Ага, хорошо. А это что? Должно быть место, куда я могу поставить это. Старое металлическое сердце. Найти алтарь и положить туда потерянные фотографии. Может, сюда надо что-то? Что-то блокирует дверь. Хорошо.
А, смотрите. Нам, оказывается, надо было сюда на стену вот это сердечко прислонить. Сейчас, наверное, нам... Что это такое? Круг соли. В каждом ритуале призыва духа магический барьер создается, рассыпая круг соли. Это служит для защиты человека от злых сущностей, которые не могут пересечь барьер. Просто рассыпьте соль по кругу. Класс. У нас, короче, это... Соль очищает от зла. Ее использовали, чтобы отгонять духов. Просто брось горсть соли. У нас, короче, это, походу, было просто так тренировочка. То есть здесь нам ничего не угрожает, по сути. Вот там начнется уже жопа. Ну, поехали. Класс. Супер. Ой, блядь, ты кто? Ёб твою мать! Ой, бля, ой, бля, ой, бля, бля, бля! Сука! Я ж говорила. Как зажечь свечку? Логично. Да не, да вы издеваетесь. Это очень стрёмно на самом деле. А как тут что делать-то? А она хоть слышит меня? Ой, блядь. Чего? Ну, это как бы это... А, вот тут у нас соль есть, а как эту соль применить? Интересно. Так, где она? Вон она. Так, она пошла туда. Не, знаете, что-то мне стрёмно как-то. Давайте в другую игру поиграем. Я не знаю, мне стрёмно, пиздец. Она ходит еще так это быстро. Я не успею от нее убежать. Да что с тобой? Все ж нормально. Так, идиот. Давайте за ней ходить, реально. Там еще, оказывается, есть барьер. Пойдемте туда.
Да, весело будет, конечно. Ладно, я пойду в тот, короче. Пусть она туда пошла. Это хорошо, что она туда пошла. Я вот сюда вот схожу. Так, нашли соль. Ты не можешь нести больше свечей, это ж соль. Ладно. Допустим. Ничего. Нет, вот это вот, кстати, не так уж страшно. Вот как та тетка, которая там ходит. Не, нафиг. Вот это, кстати, все он делает автоматически, если что. Я вообще ничего не делаю. Я никак не могу взаимодействовать со сменой свечей. Так. Древний золотой жук. Так, ты насчет этого ничего не хочешь сказать? И все? Окей. Ладно, надо запомнить, что тут есть свечка. Почему такое ограничение в количестве свечей? Ничего. Он что, в один карман положил, во второй карман положил, и все, да, и больше некуда. Не напугаете, не. Да, блин, хватит! Так, ничего нету, ладно. Скоро эти манекены, наверное, будут руки свои распускать. Расческа. Очень интересно. Ничего. Окей, дальше. Что у нас тут? Ничего. Это что-то светится как-то. Это, наверное, алтарь. Смотрите-ка. Уголок с фотографиями. Маленький алтарь с местом под картины. Поместить фото на алтарь. Что-то я больше... Еще один дневник. Дневник Генриетты Гэдвард, Уроборос. У женщины есть обязательство, долг вступить в брак, женитьба по договоренности, которой я была не очень-то и рада, но с богатым мужем, владеющим экспортным бизнесом, могла дать мне время посвятить себя своей страсти так долго, как я смогла бы это скрывать. Гектор был человеком, увлеченным своей работой, человеком мира, который путешествовал почти все свое время, но это помогло мне исследовать оккультные науки в новом виде, чтобы понимать мир в его самые темные времена и тайны за его пределом. Но я была не совсем одна. Поместью нужны слуги, так и я и встретила Анну. Однажды ночью я нашла ее среди своих книг и заметила в ней некий интерес. Напуганная своей небрежностью, я думала, мне конец. Но нет, со временем мы стали лучшими друзьями и соратниками. Шли годы, я стала ценителем всего неизвестного. Я была готова к следующему шагу. Благодаря своим странным библиотекарским связям я смогла найти книгу мертвых. Я была почти готова воспользоваться ею. Зачем женщина? Отлично, хорошее начало. Машина дает нам первые нужные подсказки. Наши ученые говорят о сильной ауре в комнате с двумя окнами. Иди и расследуй, что это. Найди символ в комнате с двумя окнами.
Так, хорошо, отлично. Пойдемте искать. Но смотрите. Смотрите и обосритесь. В общем, если вам это понравится, я продолжу эту игру. Посмотрим, короче, как вы зацените это. Так что это уже зависит не только от меня, но и от вас, от вашей активности. В общем, здесь мы будем останавливаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся уже в следующей серии, в следующей части. Я думаю, что в этой игре. А так все равно следите. Может быть, какую-нибудь другую игру поиграем. Не только в эту, конечно же. Ну вот, все, давайте. Всем спасибо и всем пока-пока.